Ассаламу алейкум, меня зовут Адам Костоев, и я являюсь разработчиком компьютерных игр. В этом ролике я постараюсь наглядно показать, как создаются 3D-объекты. Скажу сразу, это не пошаговый урок для повторения. Это скорее ознакомительное видео с демонстрацией процесса для тех, кто хочет узнать, что такое 3D, и, возможно, заинтересуется данной профессией после просмотра. В самом начале я настраиваю видовые окна так, чтобы мне было удобно работать. И сразу приступаю к созданию сиденья стула. Примерная высота сидения будет 10 сантиметров и радиус 20 сантиметров. Количество сегментов я специально выбрал так, чтобы я в дальнейшем мог деформировать это сиденье так, как мне надо. Например, в данном случае я решил немножко выгнуть бока, так, чтобы ощущалось, что оно немного раздутое. Есть много разных методов, как это сделать. Итак, верхнюю часть я тоже решил немного продавить, так, чтобы она выглядела более естественно. Я использую мягкое выделение для плавного изгиба, иначе это будет выглядеть вот так. После того, как основа готова, я приступил к созданию небольшой вдавленности сбоку со стороны ножки. Со стороны 4 ножек будет ощущаться легкая вдавленность мягкого сидения. Поэтому я решаю удалить ровно 3/4 сидения и поработать над оставшейся частью, тем самым сократив себе работу в 4 раза. Далее я копирую оставшийся кусок по кругу специальным методом, так чтобы вся моя работа повторялась на этих кусках автоматически. Это как раз то, что я хотел сделать. Сплющивание мягкого сидения в том месте, где к нему прилегает ножка. Как вы заметили, здесь я тоже применил мягкое выделение. После того, как я закончил создавать нужную мне вмятину, все 4 куска снова необходимо объединить в одно целое сиденье. Контрольный осмотр показал, что на местах стыка у меня появилась лишняя геометрия, и я поправил эту ситуацию. Вот мы и дошли до одной из моих любимых частей, а именно создания фасок. Фаски – это такие скосы на углах, которые придают мягкое и приятное очертание форм вашего изделия. Также с фасками объект обретает более естественный вид, потому что в окружающем нас мире мы редко встречаем идеально острые углы. Также я решил сделать небольшую складку вокруг, по типу шва. Я подумал, что в жизни у такого сидения наверняка был бы чехол, который можно снимать для стирки. Такие детали очень важны при создании трехмерных объектов. Отсутствие возможности пощупать виртуальный объект заставляет наши глаза искать убедительные детали на нем. Итак, я сделал предварительное сглаживание, чтобы посмотреть, как в финале будет выглядеть это сиденье. Меня все устраивает, так что можно продолжать дальше. Мы подошли к этапу развертки нашего объекта. Развертку для трехмерных объектов делаю для того, чтобы на него можно было равномерно положить текстуру, без искажений. Представьте, что вы снимаете обертку с объекта и расстилаете ее на плоской поверхности для равномерной покраски, а потом снова оборачиваете ею объект. Сейчас идет этап создания разрезов для развертки. Без них невозможно разложить поверхность на плоскости. На этих разрезах будут видны стыки текстур, и это будет некрасиво. Поэтому места для разрезов следует выбирать тщательно, желательно в скрытых от глаз местах. Я специально выбрал такие места, которые будут спрятаны под ножками данного стула.
Один разрез я специально разместил внизу, так как его тоже будет не видно. Верхний разрез я сделал там, где будет естественный шов. Естественные швы также идеально подходят для мест разреза. Сейчас я пытаюсь расправить каждый из кусков на плоскости. Чем удачнее получится расправить кусок, тем ровнее будет на нем лежать текстура. В процессе записи данного видео я умудрился допустить ошибку в одном из мест разреза и не заметил этого. Позже вы увидите небольшие последствия этого. Итак, с окончанием развертки создание сидения можно считать завершенным. Пора приступать к созданию ножек. Определяя высоту стула в начале работы, я руководствовался картинкой со стандартными размерами из интернета. Но толщину ножки я решил задать от себя, в чем я ошибся. Позже я исправлю это недоразумение, а пока я отчаянно буду пытаться выровнять неудачную версию ножки. Как вы, наверное, заметили, я сделал слишком тонкую ножку для такого высокого стула. Это и была моя ошибка. И снова фаски, которые в том числе дают нам приятные блики на углах, которые ощущаются, что называется, на кончиках пальцев. Удивительно, я умудрился даже полностью сделать развертку для этой ножки. Вот почему полезно периодически отходить от работы. Так вы будете вовремя замечать, что вы что-то делаете не так. Продольный шов я пытаюсь спрятать с внутренней стороны стула, где его будет меньше всего видно. Видно, что основная часть ножки очень мала по сравнению с торцами. Это исправляется легко по нажатию специальной кнопки, которая приводит все куски к соразмерности. Развертка готова. Обратите внимание, я сначала полностью проделываю всю работу с одной ножкой, и только потом копирую ее еще 3 раза. Это делается, чтобы сократить работу. Доверьте дело ленивому, и он найдет кратчайший путь. И вот, наконец-то я заметил, что ножки слишком тонкие, и все-таки решил это исправить. Однако надо сказать, что только по одной единственной ножке это было действительно сложно понять. Сейчас я думаю, легче будет полностью создать новую ножку или как-то переделать существующую. Первая попытка переделать тоже оказалась неудачной. Попробовал по-другому. Я отмасштабировал новую ножку во все стороны равномерно, а старую ножку я оставил специально, чтобы по ней выровнять длину новой ножки. После чего старую ножку можно смело удалять и приступать к выравниванию новой. Опорную точку ножки я выравниваю относительно центра сидения. Я просто скопирую ее, вращая вокруг этого центра. Также мне пришлось немного поправить развертку после того, как я масштабировал эту ножку, иначе текстура лежала бы на ней не очень красиво. Вертикальная ножка полностью готова, приступаем к копированию. Настало время последней части нашего стула – проножки. Ставь лайк, если только что узнал, как называется перегородка между ножками. Для этого я оставил 2 ножки, а остальные части временно скрыл, чтобы они мне не мешали. Копирую одну ножку
и делаю проножку из нее. Ставлю ее по центру, а лишние края отрежу. Чтобы это сделать, я использую специальную линию разреза. Эту линию необходимо идеально по центру выровнять относительно ножки, как одной, так и второй. Теперь можно удалять. И снова размещаю опорную точку ровно по центру. У меня получилось перекрестие проножки, и его я попытаюсь передвинуть вниз, но ровно настолько, чтобы оно не упиралось, например, в пышный ковер или какие-нибудь объекты на полу. И сразу делаю копию проножки, которая будет держать наше сиденье. На данном этапе у меня встал философский вопрос: насколько высоко сиденье должно быть выше ножек? Если слишком высоко, то будет казаться, что сиденье выпадет. Если слишком низко и предположить, что сиденье довольно мягкое, а оно обычно мягкое, то ножка уже будет упираться в ногу сидящему на этом стуле. Я решил выбрать второй вариант. Все-таки постоянно вываливающееся сиденье – это не круто. Теперь мне надо верхнюю проножку выровнять точно под сиденьем. Для этого в различных программах есть инструменты выравнивания. Объединяю все ножки и проножки в один объект. Дополнительно сглаживаем сиденье. Это было задумано изначально. Чем меньше сегментов у вашего объекта, тем легче с ним работать. А сглаживание увеличивает количество сегментов, поэтому этот этап лучше откладывать на последний момент. В конце объединяем сиденье и ножки в один объект. Все-таки стул – это один объект, и им так легче манипулировать. Еще пара дополнительных этапов сглаживания для полной шлифовки и сокрытия всех неровностей, если такие есть. Итак, если нас окончательно все устраивает, пора отправить наше изделие на покраску. Эту часть видео я немного ускорил, потому что здесь очень много технических моментов, которые нам не интересны. Итак, на этом этапе в первую очередь я накладываю средний серый материал на все объекты в сцене. Так мне намного удобнее настраивать освещение. Я сразу вижу, куда и сколько попадает света на мой объект. Есть множество схем расстановки света при предметной съемке, и все они доступны в интернете. Я же буду использовать только два источника света. Сначала я установлю и настрою одну лампу. На сцене видно, что мы используем квадратный источник света. Это дает нам мягкие тени, которые будут отбрасывать наш стул. Первый источник света я установлю так, чтобы он подсвечивал самый край и тем самым подчеркивал форму нашего стула. Но для того, чтобы правильно разместить источник света, нам нужна постоянная точка, из которой мы будем смотреть на наш стул. Для этого мы создаем виртуальную камеру. Да, во всех программах трехмерного моделирования есть виртуальные камеры, и они очень похожи на настоящие, всеми своими настройками. Разместив нашу камеру под правильным углом, мы включаем вид прямо из этой камеры. Как у камеры, так и у источников света есть точка привязки. Стул мешал мне добраться до точки привязки камеры, и мне пришлось его заморозить, чтобы я не мог его случайно выделить. Это очень удобная функция, и она сильно выручает, когда в вашей сцене много объектов перегораживают друг друга. Итак, предварительная расстановка готова, остается посмотреть, что у нас получается. Источник света располагается не совсем так, как я задумывал, поэтому мне пришлось его немного подвигать. Еще немного потянем вверх, и теперь меня все устраивает. Теперь надо настроить материал стула.
Серый материал, которым я покрыл стул для настройки света, слишком сильно бликует, я решил придать ему немного матовости. Настало время создания сцены. Сцена нужна для плавного градиента на фоне. Еще наш объект в открытом пространстве смотрится не так же комфортно, как на поверхности. Плюс сцена позволит нам увидеть плавные и красивые тени. Как вы видите, у нашей сцены задний нижний угол слишком резкий, и мы постараемся это исправить. Мы сделаем это с помощью все той же фаски. Сцена готова, и теперь я накидываю на нее тот же самый материал, что и на стуле. Я заметил, что один и тот же материал отображается по-разному на самой сцене и на стуле. Но я не захотел отвлекаться на решение этой проблемы, тем более, что я собирался заменить этот материал в последующем. Немного еще подкорректирую данный источник света, и пора создать копию этого источника и разместить ее в определенном месте. Вот это и будет наш основной источник света. В идеале он должен быть немного ярче второстепенного источника света и теплее. Но мне не терпелось скорее добраться до материалов и рендера. Периодически я делаю небольшие рендеры, чтобы убедиться, что я двигаюсь в правильном направлении. Стул мне показался слишком мелким на рендере, и я подумал, будет хорошо, если я немного придвину камеру поближе к стулу. Несколько попыток, и результат меня устроил. Даже с низкими настройками и на хорошем компьютере рендер занимает слишком много времени, поэтому промежуточным рендером лучше слишком не злоупотреблять. Настало время финального текстурирования. Я решил сделать нижнюю часть стула, состоящую из ножек и проножек, из железа, а верхнюю часть, состоящую из сиденья, из кожи. Несколько текстур мы вводим в один материал, и уже этот материал мы накладываем на объект. Один материал может включать в себя несколько карт, таких как сама текстура, карта высот, карта бликов и прочие карты, придающие убедительный внешний вид трехмерным объектам на виртуальной сцене. Стул еще не разделен на специальные области для нанесения различных материалов, поэтому весь стул сейчас выглядит кожаным. Но это легко исправить, назначив различные ID отдельным частям стула относительно предполагаемых материалов на этих частях. На этом этапе я создам еще один материал, который будет накладываться на металлическую часть. Я заранее подготовил для этого все необходимые карты текстур. Тут главное не ошибиться и ничего не перепутать, ведь каждая карта выглядит по-разному, и материал не будет работать как надо при неправильном подключении всех текстур. Когда оба материала готовы, их надо подключить к одному специальному многоуровневому материалу, который и будет заниматься распределением их по поверхности. На самом деле, в крупных студиях материалами должен заниматься отдельный человек. Вы и сами видите, как тут все может показаться запутанным. Однако стоит разобраться один раз, и становится понятно и легко. Промежуточный рендер показывает, что кожа у меня получилась чересчур глянцевой, и это надо исправить. Решил разглядеть оба материала как можно ближе, чтобы убедиться, что все в порядке.
Металл меня устраивает, а у кожи слишком крупный и размытый узор. Изменю несколько цифр, которые отвечают за размер накладываемой текстуры, и все будет как надо. Размер текстуры на коже теперь меня устраивает, но меня не устраивает фактура этой кожи. Я хотел повысить рельефность кожи и сделал пару попыток, но быстрого результата не получилось. Виной также может быть и освещение, которое слишком мягко ложится на поверхность объекта, лишая его тем самым мелких теней. Но я решил оставить все как есть и больше не тратить на это времени, потому что ролик и так затягивается. Еще один контрольный рендер, и можно выставлять высокие настройки для финального рендера. Я подумал, что материал, который мы нанесли на саму сцену, можно сделать немного темнее, выделив тем самым наш объект на фоне. Финальный рендер в высоком разрешении делается очень долго. Почему так происходит и чем мы платим за качественную картинку, я постараюсь объяснить в отдельном ролике. Далее я буду настраивать камеру так, чтобы была приятная глазу фокусировка на передней части стула с легким размытием дальней. Это будет видно на задних ножках. Также я буду пытаться как-то разнообразить композицию, чтобы картина не была скучной. На второй стул, который я положил рядом, в итоге я добавлю совсем другие материалы. Досмотрите ролик до конца, и вы увидите результат. Спасибо, что досмотрели. Надеюсь, я смог показать вам на этом простом примере, как создаются трехмерные миры специалистами по 3D-моделированию. Не забудьте поставить лайк, если после просмотра данного видео сфера 3D стала вам немного понятнее и ближе.